Вы сказали, правители служат людям. Вы в этом убеждены или это желаемое? Должно быть. Так должно быть. Понимаешь, я всегда вот задумался, почему я должен быть ущербным только от того, что к власти кто-то пришел. У меня вот давно вот тогда. Почему я всегда должен зависеть от одного человека? Понимаешь, вот я этого всегда понимать не понимал. Поэтому я считаю, что должна быть система. Если я недоволен, я должен пойти в судебную власть. Но она должна быть независимой и сказать, вот он меня оскорбил, он ущемил мои достоинства, он мне не выдал заработную плату. Или я, к примеру, он там еще что-то. А сейчас ты кому пойдешь? Никому. Сейчас все на взятках. Если у тебя есть деньги, то вынесут решение в твою пользу. Нет денег, ты никто. Так ведь и сейчас, когда Конституция принимается, нельзя отдавать все в руки одного человека. А у него же парламент в кармане. Судьи он назначает, армию он, банкиров он. Так если у меня что-то не пойдет, на кого я жалуюсь? На него? Так смешно, судей-то он назначает. Он как скажет, судья так и сделает. Роман Григорьевич, ну вы простите меня, есть народная пословица: лучше один генерал дурак, чем два умных. Мы уже обжигались на этом. Уже столько людей жизни потеряло, так ведь, вот на этом деле. Когда просто так, помнишь, значит, вот за колосок пшеницы сажали, значит, уже было, уже проходили, понимаешь? Так народ-то должен умнеть, да? На то ведь вот ум, на то серое вещество есть, чтобы на ошибках учиться. А вот теперь нужно продумать систему, чтобы меня ни за что не посадили. А по этой Конституции ты даже не чихнешь, вот по этой, и не вякнешь. Вот 5% будут жить, остальные будут рабствовать. Коррупция. Вы помните, чем кончился сериал «Спрут»? Он ничем не кончился. Говорим мы коррупция, коррупция, коррупция. Все есть опять же из Конституции, со всеми ветвями. Здесь все в куче. Реально что-либо сделать с этой дамой? Вот сейчас нереально. Вот сейчас смотри. Вот я, допустим, пишу. Мы знаем, вот землю схапали. Сейчас все орут. Давай куплю-продажу земли. Я речь не веду про землю, про наши дачные участки, огороды. Это моя частная собственность, я за это голосую обоими руками. Но земля-то речь идет про сельхозугодие, про пашню, которая нас кормит. А она, что нам врать-то, она уже распределена в Кузбассе-то. Распределена. Только они же не дураки, он написал на тещу, другой на свата, третий на брата, фамилии другие. И вот мы про это разбирали на сессии, отдали прокурору. Прокурор молчит. А некоторые прокуроры сами хапнули в район. Генеральный прокурор молчит. Что мне остается делать? Я делаю запрос на съезде, я все это могу показать. Да? Съезд опять направляет генеральному прокурору, а генеральный прокурор нашим прокурорам. Круг замкнулся. Понимаешь? Так я поэтому и говорю. Я не верю ни президенту, ни правительству, ни Верховному Совету. И поэтому я настаиваю, что нужно выборы сделать. Пусть придут порядочные люди, которым я верю. И если я им действительно сказал, что коррупция и что земли уже хапнули, ну прими ты меры, прими. А сейчас никто не примет меры. Сейчас все зависит от того, сколько ты бросишь на лапу. И об этом все знают, только боятся говорить. Понимаешь? Потому что если скажешь на производстве, тебя сделают безработным. Тебя вышвырнут, и все. Значит, и вот у людей страх. Но если за себя боишься, то подумай, я всегда говорю, о детях, о внуках. Посмотри, когда-то все равно мужество нужно набираться.